В республике подтвержденных случаев заражения коронавирусом по-прежнему нет. Об этом чуть больше часа назад сообщили на ежедневном вечернем брифинге Минздрава республики. На данный момент под наблюдением врачей находится 48 человек, среди них 7 детей. Обеспечивается тотальное обследование прибывающих в республику на предмет признаков заболевания. А вот студенты уже начали учиться дистанционно. Тему продолжит Артур Шамсудинов. В учебной аудитории ни одного студента, только преподаватели. На компьютерах они готовят задания и здесь же их проверяют. А вот те, кто должен грызть гранит науки, сидят по другую сторону экрана и учатся онлайн. Со следующей недели в таком формате будут проходить все пары в Башкирском педагогическом университете. Подготовлено более 3000 материалов. Контент у нас очень широкий. Также курсы повышения квалификации проходят через систему дистанционного обучения. Поэтому, в принципе, все благополучно. Студенты будут выходить в онлайн-режим. Занятия будут проходить по расписанию. По схожему принципу в условиях карантина будут обучаться и в остальных вузах. Нас набирают, мы направляем врачей. Словакия. Ему откроют больничные, возможно, дистанционно, если ночью прилетит. По возможности сидеть дома рекомендуют и диспетчеры колл-центра, созданного специально по вопросам коронавируса. Что делать, где лечить, можно ли оформить больничный. Телефоны горячей линии буквально разрываются от желающих узнать, как вести себя в условиях пандемии. У специалистов можно уточнить режим работы больниц и поликлиник и даже вызвать врача на дом. Если человек не может дозвониться в поликлинику, то мы оформляем вызов по неотложке. И больной, он, в принципе, может оставаться дома, и при этом к нему придет врач неотложки и оформит больничный лист. Но были вопросы по поводу продуктов, там повышения цен и так далее. Но мы тоже успокаиваем о том, что это неправомерно. Звонят на горячую линию и работодатели, которые хотят узнать, что делать с работником, вернувшимся из-за границы. В колл-центре записывают, когда и откуда прилетел человек. За сутки в колл-центр поступает порядка 700-800 вызовов. Звонки приходят круглосуточно. Данные по каждому из них выводятся на электронное табло. Причем звонят в том числе и врачи, которые, например, интересуются, какие случаи являются карантинами, или же звонят с такими вопросами, как вернуть деньги за путевки. На эти вопросы здесь тоже могут дать ответы. С сегодняшнего дня Республиканский центр эпидемиологии начал проводить мастер-классы для врачей. Их обучают, как правильно делать анализ на коронавирус. В дальнейшем такие исследования будут выполнять в 7 лабораториях республики. Здесь собрались врачи, которые методом полимеразной цепной реакции занимаются для диагностики других инфекций. Поэтому особенности, конечно, есть у этих тест-систем, но метод нам знаком. В Башкортостане свыше 1500 человек уже прошли исследования на коронавирус. К счастью, ни один случай не подтвердился. Человек, который подозревает у себя, потому что он приехал из-за рубежа, даже если он здоров, и подозревает, что, возможно, он мог заразиться, потому что он может предполагать, что у него были контакты с зараженными. Вот он обращается в поликлинику, и врач принимает решение, необходимо ли ему отбор проб на коронавирус. С этого дня каждый желающий в режиме онлайн может пообщаться с врачами-инфекционистами, психологами и теми, кто побывал на карантине. На первом лектории известный ученый Эрнст Молдашев рассказал об устройстве иммунной системы и призвал население не впадать в крайности, принимая без назначения противовирусные препараты. Нет совершенно четких противовирусных лекарств. Вот эти все лекарства, это только направлено на повышение иммунитета. Такая ситуация, которая сейчас, вот ее можно осуждать и назвать психозом, всемирным психозом. Но лучше уж перебрать, чем не добрать. Трансляции видеолектория будут проходить в 3 часа дня по вторникам и четвергам на YouTube-канале регионального отделения партии «Единая Россия». Артур Шамсудинов и Римзат Белалов. Новости. Уфа.